Солдаты вернулись на родину. В минувшие выходные в селах Большой Луг и Куратово с почестями захоронили останки бойцов Великой Отечественной войны. Григория Мефодьевича Попова и Ивана Константиновича Костромина. Из Москвы останки доставил руководитель администрации Карткировского района Константин Сажин. Анастасия Тюрнина о том, как бойцов проводили в последний путь. В торжественной обстановке в родном селе Большой Луг выносят останки Попова Григория Мефодьевича, бойца 3-й кавалерийской дивизии 5-го кавалерийского корпуса 6-й армии Юго-Западного фронта Красной армии. Его останки вместе с медальоном и личными вещами, благодаря которым и удалось установить имя павшего бойца, а после выйти на родственников погибшего, были найдены 9 октября этого года поисковиками из отрядов «Неизвестный солдат» и «Военная археология» на месте боев Юго-Западного фронта в июле-августе 1941 года. В тяжелые годы Отечественной войны наш земляк ушел на фронт, ушел и погиб. Пропал без вести. И сейчас силами поисковиков останки нашего солдата нашлись. Спасибо всем поисковикам, тем, кто занимался с доставкой останков нашего земляка на родину. Спасибо. В Коми останки бойцов по просьбе главы региона Владимира Уйба доставил руководитель администрации Карткировского района. Константин Сажин лично присутствовал в подмосковном городе Мытищи на торжественной церемонии передачи останков. Среди опознанных воинов, ранее числившихся пропавшими без вести, благодаря поисковикам, за что всем отрядам поисковиков низкий земной поклон, обнаружены и останки уроженцев нашей республики. Красноармеец Попов Григорий Мефодьевич, 1918 года рождения, уроженец села Большой Луг Старожевского района, погиб в 1941 году. И красноармеец Костромин Иван Константинович, 1915 года рождения, уроженец Починок, Папан Шор Сысольского района, погиб в апреле 1943 года. На торжественной церемонии в Большой Луге родственники, друзья семьи и неравнодушные сельчане. Вместе они выражают благодарность всем, кто помогал перевести останки и организовать перезахоронение. Особая благодарность бойцам поискового отряда. Дочери Валентине Васильевне Чернецовой передают личные вещи отца, которые были найдены вместе с ним. А племянник Григория Мефодьевича рассказывает, как сильно ждала его с фронта мать. Пришло, когда это известие, что он пропал без вести. Вот, очень они горевали, тогда бабушка рассказывала. Но через какое-то время к ним зашел однополчанин нашего дяди Гриши. И он рассказывал так. Я, говорит, вместе служил с вашим сыном Григорием. Мы, говорит, были кавалеристами, красноармейцами. И вот я, говорит, видел, как он упал с лошади-то. Мы, говорит, пошли в атаку. Григорий был на белом коне, в руке сабля, кричит «Ура!», мы за ним. Он же, говорит, у нас был как настоящий боевой командир. Лидер, говорит, у нас среди нас он был. Мы за ним кричим «Ура!». После церемонии останки бойца Григория Попова были перенесены на кладбище и переданы родной Коми земле, как и красноармейца Костромина Ивана Константиновича. Анастасия Тюрнина, телеканал Юрган.